Новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нургуяна Иванова. Названы регионы России с самой высокой средней зарплатой. В тройку лидеров вошли Магаданская область, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ. Об этом говорится в исследовании Фонда развития гражданского общества. Критериями исследования стали отношение ежемесячной средней заработной платы к стоимости потребительской корзины. Как объясняют авторы исследования, чем больше их соотношение, тем выше позиция субъекта в рейтинге. В итоге в топ вошли 37 из 85 российских регионов. Также в рейтинг вошли Чукотка, Москва, Ненецкий автономный округ, Якутия, Санкт-Петербург. Замыкают десятку Ханты-Мансийский автономный округ, Мурманская область и Тува. Компания Nordgold завершила предварительную экономическую оценку проекта Tokka в Якутии и планирует начать добычу золота в 2024 году. Строительство на месторождении компания планирует начать в 2022 году. Среднегодовая добыча составит 168 тысяч унций, а всего Nordgold рассчитывает произвести порядка 2 миллиона 37 тысяч унций золота за время реализации проекта. Минеральные ресурсы Tokka оценивают в более 3,5 миллионов унций золота. Добыча руды из двух карьеров составит 14 миллионов тонн в год. Совокупные денежные затраты составят $637 на унцию золота. Инвестиции в проект на стадии до начала производства золота составляют свыше $306 миллионов. Золотодобывающие компании Якутии в 2020 году выплатили в бюджет региона в общей сложности 12 миллиардов 800 миллионов рублей. Для сравнения, в 2019 году суммарный объем выплат составил 8 миллиардов рублей. Рост вызван увеличением производственных мощностей на предприятиях Нерюнгри Металлик, Полюс Алдан, Селигдар и Тарынская золоторудная компания. Также в прошлом году в регионе произведено свыше 39 тонн золота. Данный показатель является рекордом для Якутии. В этом году планируется произвести свыше 40 тонн драгметалла. Власти Якутии заложили 40 миллионов рублей на создание авиаотделения для защиты лесов в Арктике. Это отделение будет прикрывать арктические и северные территории и появится в поселке Батагай Верхоянского района. Отметим, что в последние годы на этих территориях происходит большинство пожаров. Так, за последние 3 года площадь, пройденная огнем, увеличилась практически в 5 раз. В декабре прошлого года глава Якутии Айсан Николаев поручил создать подразделение по авиационной охране лесов в арктической части региона. Сообщалось, что оно будет базироваться в поселке Батагай Верхоянского района, который входит в арктическую зону Российской Федерации. Власти Якутии направят 38 миллиардов рублей на реконструкцию аэропортов на период до 2024 года. Об этом сообщил первый вице-премьер правительства Алексей Колодезников. Он также отметил, что в программу включена реконструкция комплекса и взлетно-посадочная полоса в Алекминске. Что касается субсидированных билетов из Якутска в Москву и Санкт-Петербург, то, по его словам, ситуация находится на особом контроле. Решение вопроса по субсидии ожидается в марте. Компания «Алроса» выставила на торги в Дубае алмаз ювелирного качества весом более 242 карат. Сообщается, что это один из крупнейших кристаллов, добытых группой с 2000 года. В предыдущий раз в открытую продажу лот подобного уровня был выставлен 5 лет назад. Юбилейный аукцион номер 100 состоится 22 марта. Просмотры пройдут в торговом представительстве «Алросы» в Дубае с 14 по 21 марта. Компания также выставит еще 2 крупных алмаза и дополнительный ассортимент алмазов. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.